Если говорить об отчетном периоде, это 3 последних месяца, июль, август и сентябрь, то он был богат событиями. Так, в рамках ежегодного культурно-спортивного фестиваля «Абаза» в столице КЧР, городе Черкесске, прошел День культуры абхазо-абазинского этноса и День абхазского флага. На праздник, организованный Ассоциацией содействия развитию абазино-абхазского этноса Алашара совместно с ВАГ, приехало много гостей. В фестивале «Абаза» в этом году приняли участие команды 9 абазинских аулов из Ставропольского края, а также команда Абхазии. А 25 июля там же в КЧР было проведено очередное 10-е заседание Высшего совета и президиума ВАГ, на котором обсуждали важные вопросы, касающиеся деятельности организации предстоящих юбилейных мероприятий. По информации руководителя дискуссионного клуба Всемирно-Абхазо-Абазинского конгресса Рустама Зантария, по направлению обзора и диалог поколений за отчетный период проведено 4 круглых стола с участием 11 экспертов. Отдел по работе с местными отделениями также продолжил работу в прежнем режиме. На сегодняшний день по всей Абхазии открыты 53 отделения. Со всеми ними ведется тесная работа. По заявке глав местных отделений приобретен необходимый спортивный инвентарь. Проект «Аймадар» охватил более 400 учащихся в селах Бамбора, Маркула и учеников школы-интернат в городе Чимчира. И вот сегодня мы с вами находимся в национальном парке Апсны, где завершаем один из наших проектов под названием «Аймадар». В этом проекте поучаствовало около 400 детей. Само название проекта «Аймадара», то есть это связь. Мы подразумевали под этим проектом, чтобы наши дети получали вот связь со своей историей, со своими традициями, бытом. Дети просто просили поучаствовать в нем и на следующий год. Поэтому традиционно мы в этом году закрываем данный проект, но надеемся на то, что в следующем году мы его возобновим и в более таких масштабах, других масштабах. По инициативе председателя Высшего совета ВАГ Мусы Экзекова команда Конгресса приступила к реализации нового проекта «Путь к согласию». Он будет осуществляться под эгидой вновь созданного Координационного совета женщин, председателем которого утверждена журналист и общественный деятель Екатерина Бебия. И первое мероприятие, которое провел совет, было приурочено ко Дню Победы. В университете прошла встреча матерей погибших со студентами и преподавательским составом АГУ. В сентябре текущего года начал работу еще один новый отдел ВАГ по образованию, социальной активности и здравоохранению. Он направлен на оказание содействия государству в вопросах повышения качества образования в разных областях, профилактики и охраны здоровья граждан, реализации социально значимых проектов как важного этапа развития гражданского общества. В рамках проекта в старших классах специалисты проводят тренинги и тестирования по профориентации. Ребятам презентуют среднетехнические профессии. Тренинги уже прошли в интернате Колдахуары и в Чуловской школе. Более 70 детей участвовали в беседе. Также важной составляющей работы отдела является популяризация здорового образа жизни. В школах проводятся тренинги по оказанию первой помощи совместно со специалистами МЧС. Занятия уже прошли в селах Абгархук, Мукхуап. За последние несколько месяцев отдел по развитию молодежи и физкультуры ВАГ провел более 10 мастер-классов по национальным играм. Общее количество участников превысило 200 человек. 24 августа в офисе Конгресса провели встречу с представителями общественных, молодежных и государственных организаций. Обсудили вопросы вовлечения молодежи в реализацию творческих и социальных проектов. Провели различные акции, приуроченные к 29-й годовщине Дня Победы. Совместно с Управлением по делам молодежи и спорта администрации Сухума провели открытый турнир в столице по абхазским народным играм. И, как мы уже говорили не раз, 2022 год особенный для ВАГ. 7 октября исполнилось 30 лет со дня основания организации. В связи с этим в этом году пройдет 8-й съезд Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса. Уже несколько недель вся команда активно занимается подготовкой официальных праздничных мероприятий, приуроченных к юбилейной дате. Съезд будет разделен на 2 части. Это официальные мероприятия и культурно-спортивные мероприятия. В первые дни съезда будет церемония открытия и торжественные мероприятия. Поэтому приглашаем всех желающих разделить с нами этот праздник. Команда Конгресса ожидает, что 8-й съезд станет одним из самых масштабных в истории организации. Все официальные праздничные мероприятия пройдут в период с 7 по 11 декабря. Эсма Джикирба, Сергей Каджаев, Абхазское телевидение.